Дорогие слушатели, 15 ноября 2020 года во французском журнале появилась статья под названием «Фракция чеченской оппозиции из Парижа набирает очки в Киеве». Эта статья была опубликована с недостоверным переводом на странице Джамбулата Сулейманова, самопровозглашенного представителя чеченской диаспоры. Судя по содержанию, эта статья написана исключительно для того, чтобы дискредитировать в глазах французской аудитории правительство Чеченской Республики Ичкерия во главе с премьер-министром ЧРИ Ахмедом Закаевым и чеченский батальон имени Джохара Дудаева, который воюет с 2014 года в Украине против российских оккупантов. Итак, давайте посмотрим, что говорится в этой статье. Ассоциация Башт-Маршо, считающая себя представителем чеченской диаспоры в Европе, укрепляет свои отношения с украинским парламентом. Она намеревается извлечь выгоду из своих парадипломатических успехов, чтобы вытеснить соперников, которые находятся за рубежом. Из этого абзаца понятно, что деятельность Джамбулата Сулейманова направлена исключительно на то, чтобы избавиться от оппонентов, а не на то, чтобы избавиться от русских оккупантов, которые угнетают чеченский народ. Следовательно, главным локомотивом его деятельности является не освобождение Чеченской Республики, а достижение своих личных политических целей всевозможными способами. Далее в статье написано: в конце октября усилия Сулейманова и другого деятеля чеченской оппозиции Анзора Масхадова привели к признанию украинским парламентом статуса Чечни как территорию, оккупированной Россией, и к признанию чеченского геноцида 1944 года. В этом абзаце вся заслуга признания суверенитета ЧРИ приписывается Джамбулату Сулейманову и Анзору Масхадову. Никаким образом не упоминаются чеченские батальоны, батальон имени шейха Мансура и батальон имени Джохара Дудаева, которые воюют с 2014 года в Украине против российских оккупантов. Именно благодаря воинам этих батальонов чеченское сопротивление восстало из пепла, приобрело новые силы и заставило все средства массовой информации четко отличать кадыровцев от чеченцев. Чеченцы многим обязаны этим батальонам, потому что именно они помогли сохранить благородное лицо чеченского народа, которое часто ассоциировалось в СМИ с полуумным Кадыровым. Батальон имени шейха Мансура и батальон имени Джохара Дудаева сыграли огромную роль в сохранении в сознании украинской общественности имиджа свободолюбивого чеченского народа, который стремится восстановить государственность своей страны. Необходимо также подчеркнуть, что признание ЧРИ Верховной Рады последовало на следующий день после официального обращения премьер-министра ЧРИ Ахмеда Закаева к руководству Украины. Также Министерством иностранных дел ЧРИ был подготовлен и отправлен пакет документов, подтверждающий юридическую основу государственности ЧРИ. Из этого следует, что признание ЧРИ Верховной Рады никаким образом не является личной заслугой Сулейманова и Анзора Масхадова. Также в статье говорится, успехи Сулейманова и Масхадова в Киеве свели на нет усилия конкурирующей фракции диаспоры во главе с ветераном чеченского восстания Ахмедом Закаевым. Министр бывшего сепаратистского правительства Закаев безуспешно пытался добиться признания независимости Чечни украинским парламентом. Опять-таки это все неправда, потому что, как я уже упомянула, признание ЧРИ Верховной Рады последовало на следующий день после официального обращения премьер-министра ЧРИ Ахмеда Закаева к руководству Украины. Он, Закаев, говорится в статье, связан с чеченским подразделением, дислоцированным в Украине с 2014 года батальоном Джохара Дудаева. Однако, согласно собранной нами информации, эта группа, официально прикрепленная к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины, страдает от дисциплинарных и организационных проблем с начала российской кампании. Из этого параграфа следует, что Джамбулат Сулейманов, донося недостоверную информацию автору, журналисту этой статьи, пытается принизить боевые компетенции батальона имени Джохара Дудаева, который, кстати, очень эффективно и мужественно сражается в Украине с 2014 года. Задается вопрос, а для чего Джамбулат Сулейманов разносит недостоверную информацию о чеченском батальоне в СМИ? Сулейманов в статье утверждает, что финансируется исключительно за счет частных пожертвований чеченской диаспоры с момента создания его организации в 2017 году. Чеченская разведка утверждает обратное. Она утверждает, что Сулейманов спонсируется и поддерживается напрямую серым кардиналом из Турции, который, по информации той же разведки, прилетел недавно в Париж для осуществления коронации Сулейманова на их личном съезде 26 ноября этого года. А теперь, дорогие слушатели, делайте сами выводы по поводу того, что происходит вокруг этой очень сомнительной личности Джамбулата Сулейманова,
который уже не раз ставит целенаправленно палки в колеса руководству ЧРИ. Эта статья нам показывает, что Джамбулат Сулейманов всеми силами, правдами и неправдами пытается дискредитировать в СМИ батальон имени Джохара Дудаева и правительство ЧРИ, который с 1991 года стоит на страже свободы и независимости. И под конец я бы хотела сказать самопровозглашенному лидеру чеченской диаспоры следующее. 26 ноября, когда будет проходить твоя коронация на твоем съезде, куда допускаются исключительно твои единомышленники, помни одно, что чеченский народ умеет выжидать, и он никогда не потерпит двуличного и несправедливого к себе отношения. Bon chance et à la prochaine!